Здравствуйте, это время новостей на Национальном и краткий обзор событий. Сохранение ее качества – наш долг. Сегодня день мониторинга воды. Изменения в системе оценки работы страховых компаний. В России появится народный рейтинг. В ряде ингушских сел откроются новые амбулатории, а в Барсуке реконструируют здания прежние. Сегодня Всемирный день мониторинга качества воды. Этот экологический праздник, учрежденный по инициативе Американского фонда чистой воды, к настоящему времени он лег в основу информационно-образовательной программы, направленной на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участие в защите от загрязнения. С каждым годом в праздновании Дня мониторинга воды принимает участие все больше людей. При помощи простого набора тестов и взрослые, и дети могут исследовать качество близлежащих водоемов, включая температуру воды, ее кислотность, прозрачность и растворенность кислород. В конце сентября состоится второе чтение законопроекта о пенсионных изменениях. Сейчас в Думе идет анализ предложений по поправкам. Если отсрочка заслуженного отдыха состоится, это позволит повысить пенсии нынешним пенсионерам. Обстоятельства это радует многих. Репортаж Райдат Халухоевой. Все время в бумагах и работе в этом маленьком кабинете Хазыр Зангиев вот уже 13 лет решает важные вопросы. Контроль охраны и использования земель сельскохозяйственного назначения. Начальник отдела земельного надзора управления Россельхознадзора Ингушетии начинает свой день с распределения обязанностей между сотрудниками. По плановым проверкам, по неплановым проверкам, посмотреть все свои предписания. Закончились сроки исполнения предписаний. Свою трудовую деятельность Хазыр начал в 1981 году. Был ведущим инспектором по подготовке и качеству сельскохозяйственных продуктов. Работал агрономом, бригадиром в колхозе Красной Армии. Весь его труд так или иначе был связан с землей. Занимался в основном документами до тех пор, пока ему не захотелось показать свои умения на практике. Он начал развивать свое крестьянско-фермерское хозяйство. А с самого первого дня создания регионального Россельхознадзора работает в управлении. Куда бы я ни попал, меня всегда вело на коллективы, на людей. В основном 99% людей меня устраивало, я с ними всегда работал хорошо. И, в общем, мне нравилось с этими людьми, сказать, что эти коллективы работают. Основной коллектив, где я работал, это 8 для сельхозуправления, 9 для хозяйства. И здесь с последним 14 год уже здесь работаю. Любовь к земле – еще одна причина не уходить на пенсию. Своему делу без привлечения отдал половину жизни. Его целеустремленность и активность – пример подчиненным. Как не сбавлять темп и показывать высокие результаты. Он мой первый учитель, с ним я начал работать, и он научил всему. Как руководитель, начальник отдела, очень грамотный специалист своего дела. И многих он обучил и пошли дальше у нас. Таких руководителей сейчас мало. Руководители, я имею в виду, которые профессионалы в своей работе, требовательны, справедливо требовательны, добросовестно относящиеся к этой работе, ответственные. И руководителю, у которого есть чему поучиться, понимаете. Вот, сегодня по нашей правительству постоянно познание, все меняется, все меняется, все меняется. И где-то есть поучиться, есть посоветовать, получить совет добрый, получить правильное направление молодому. Впрочем, наравне с начальством результаты в работе показывают и другие сотрудники управления. Багаудин Ильев, хотя называет себя молодым, но тоже уже подходит к красной цифре пенсионного возраста. В этом году он отметит свой 60-летний юбилей. Начав трудовую деятельность 30 лет назад, тоже сменил не одно сельхознаправление. На вопрос, почему именно сельское хозяйство, отвечает, отшучиваясь: как вышел из села, так туда и вернулся. Я, как и каждый, наверное, 80% ингушских детей, наверное, вырос в сельском селе, где там не только, там, наверное, уже как ходить начинаются уже сельскохозяйственные такие навыки приучиваются к детям. О предстоящей пенсии инспектор даже не думает. У него есть желание и силы работать дальше. Интерес к профессии является источником энергии. Говорит, что это как и спорт, который, несмотря на свой возраст и занятость, мужчина никогда не бросит. Возраст никакой роли сейчас мне не играет. Я его не ощущаю даже. Тем более с этими ребятами, слушай, нам стыдно даже его ощущать. Как они бодрят нас, поддерживают, слушай, исполняют.
А наше дело, как говорят, грамотно и красиво это дело вести, работу вести, решать проблемы, возникающие в ходе процесса. В любом случае бывает всегда проблемы. И вести нашу работу как-то в положительном русле. Опыт, принципиальность, умелый подход к делу, золотые качества, накопленные годами. Это стало одной из причин увеличения пенсионного возраста, как и внесение Владимиром Путиным законопроекта 10 смягчающих поправок. Согласно им, уже к 2019 году индексация пенсий составит 7%. Для неработающих пенсионеров в ближайшие 6 лет ежегодная пенсия будет увеличиваться на 1000 рублей. Также глава государства предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин, установить льготы для многодетных матерей и защитить права граждан пожилого возраста на рынке труда. Жарадат Халухоева, Рахман Цуров, Новости 24. В России появится народный рейтинг автостраховщиков. Это позволит ощутимо повысить качество предоставляемых услуг. Участвовать в составлении рейтинга смогут зарегистрированные на портале госуслуг граждане. Они получат возможность оставлять замечания к работе страховых компаний и выставлять оценку качества предоставляемых услуг. Для этого, согласно предложению, должен появиться специальный раздел для пользователей на официальных страницах, сайтах страховщиков. И приятная новость для водителей. Дорожники завершают ремонтные работы по улице Московская в Назрани. Напомню, что закрыта улица почти месяц. За это время рабочие заменили дорожное покрытие, установили новые бордюры, проложили пешеходные дорожки, заменили дорожные знаки и светофоры. Незавершенным остался участок протяженностью 80 метров. С этим объемом работ дорожники обещают справиться в течение нескольких дней. Совсем скоро движение на центральной улице города будет восстановлено. Сотрудники Ингушавтодора благодарят водителей за понимание. Третий год, можно сказать, проводим капитальный ремонт на этом участке. От федеральной трассы до железнодорожного переезда. Это протяженность около 3 километров. До начала капитального ремонта состояние дороги было неудовлетворительным. Дорожное покрытие было изношенным. На дороге были просадки, выбоины. Бордюрный камень был весь изношен, выкрашен. И в связи с этим было принято решение, провести капитальный ремонт. Ремонтные работы сейчас в самом разгаре в селении Барсуки. Там обновляют жизненно важный социальный объект для села – амбулаторию. Меняют фасад здания, крышу и проводку. Амина Бокова расскажет. Новый фасад, проводка и косметический ремонт. Уже 3-ю неделю рабочие пытаются вдохнуть жизнь в единственную амбулаторию в селении Барсуки. Здание, построенное еще в 1993 году, давно нуждалось в ремонте, рассказывает заведующий медучреждением Яна Халмурзиева. В день на осмотр к врачам приходит порядка 30 человек, и отсутствие должных условий затрудняет работу с пациентами. Впрочем, чаяния врачей были услышаны. За это время мы успели поменять линолеум, также провести новую проводку, вот вы видите, также сделать натяжные потолки. Также в дальнейшем нам предстоит благоустроить нашу прилегающую территорию и провести отделочные внутренние работы. Помимо этого, рабочие уже заменили крышу. Сейчас бригада завершает облицовку фасада здания. Сложнее всего пришлось с заменой проводки. Она была в критическом состоянии, рассказывает электромонтер Руслан Куркиев. Изоляция вся была изношенная. Нами была проведена полностью замена всего электрического проводки всей. Начиная от водного кабеля, заканчивая заземлением, все полностью заменили, розетки везде. Каждой розетки заземление подвели, потому что это стационарный объект, чтобы оборудование служило долго. Ремонт амбулатории – давняя мечта не только врачей, но и местных жителей. Аза Даурбекова ждет не дождется, когда сможет прийти на прием и получить необходимую помощь в комфортных условиях. Я здесь часто бываю. У нас очень хорошие врачи, медсестры. Персонал у нас медицинский вообще бесподобный. Но желательно хотелось бы, чтобы у нас была хорошая амбулатория, новая, чтобы построили, чтобы были все удобства для наших врачей. Более комфортные условия – это не слова, а реальность. Ведь помимо реконструкции здания в селе ведется строительство фельдшерско-акушерского пункта. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24.
Усложнение экзаменов по русскому языку в 9 и 11 классах не планируется. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Сергей Кравцов. Единственное дополнение – это устная часть собеседования при доступе к аттестации в 9 классах. Но, как поясняет руководитель ведомства, это дает возможность оценить устную речь экзаменуемых. Однако изменение все же произойдет. В этом году школьникам не нужно будет аргументировать мнение с опорой на литературный материал в сочинении по русскому языку. Теперь участники экзамена должны работать только с текстом. Именно к нему необходимо выражать свое отношение, искать аргументы по своим позициям внутри этого текста. Это была вся информация к этому часу. Следующий информационный выпуск смотрите в 16:00. До встречи.